Накануне Дня семьи, любви и верности добровольцы Северной Осетии отправились из Владикавказа в Цхинвал. Это уже не первое мероприятие такого рода. Всероссийская акция «Добровольцы детям» стартовала в Северной Осетии 15 мая и проходит в нашей республике уже второй месяц. За это время прошли благотворительные мероприятия во всех детских домах, детской республиканской клинической больнице, воинской части, детские праздники в реабилитационном центре «Феникс», реабилитационном центре РКБ. Если быть предельно откровенным, лето – это не сезон для таких мероприятий, это очень смелый шаг. И судя по тому, как зал наполнен, я думаю, что это оправданный шаг. Это, в принципе, очень много благотворительных фондов, организаций, которые занимаются этим благим делом. Детей привлекли и с лагеря привезли, и из детских садиков, и здесь и зрители в военной форме, если вы заметили. И, конечно же, это служащие в армии, в Министерстве обороны Южной Осетии. Так что все посмотреть, все проявили такую заинтересованность именно к этой акции. Я думаю, что все будут очень довольны. В театре команду уже ожидали представители администрации, дети и военнослужащие. Зал быстро стал заполняться задорным детским смехом. Клоун Афоня еще до начала праздничного концерта играл с детьми, придумывая им различные задания на ловкость и смекалку. Среди гостей праздника оказался Джо Местас, американец, имеющий юго-остинский паспорт. 15 лет назад он встретил и полюбил девушку, которая родилась в Южной Осетии. Здравствуйте, Осетия. Я Джо Местас. Я очень рад, что из Северной Осетии приехал сюда, в Южной Осетии, Цхинвал, Треба, певцы и много людей, чтобы концерт здесь делать. Нас очень рад, что вы приехали, и мы всегда вместе. Дашаром бомбировать! После праздничного концерта люди еще долго не расходились, фотографировались с артистами, но добровольцы уже спешили в детское отделение Цхинвальской больницы. Дети и врачи радостно встречали гостей. В этот день произошло маленькое чудо. Девочка, находящаяся в коме около года, отреагировала на слова клоуна. Символично, что произошло это накануне большого праздника – Дня семьи, любви и верности. После веселых конкурсов детям вручили подарки представители администрации Владикавказа и священник Сава Гаглоев. Вместе с ним после посещения больницы добровольцы отправились в древний храм, построенный в Южной Осетии в X веке. Помолились о мире и согласии на земле, о семейном благополучии и любви. Залина Губурова, Осетия ТВ.